похоже, проснулся уже. Ну, доброе утро. Доброе утро. Хорошо? О, нифига, Спал? мы поспали, да? Да, вообще, в горах, ребята, спится просто охеренно. Ах, как же хорошо. В 10 вчера легли, сейчас 10 утра. Ужас. Ну вот просто красота и воздух. Вот такие. И плюс, как домашний комфорт. Ну что, просыпаемся, зарядочкой, обедаем. У нас завтрак, обед, походу, вместе будет. Ладно, давай. Давай, Больше давай. меня так не снимай с постели. Ну, я тоже отлично поспал в палатке. Чуть-чуть было холодновато в один момент, но это я сам стормозил. Надо было получше укрыться. А так, сейчас надо прибраться. Тут у меня бардачок, как обычно. Просторно, для одного вообще шикарно. И вид такой. Я вот проснулся, немножко ко входу переместился. Даже забыл снять, просто лежал и балдел. Смотрел на горы. Я час, наверное, так пролежал. Просто в своих мыслях. Горы вдохновляют вообще. Даже просто подумать о чем-то хорошем. Уезжать не хочется, но надо. Толпа туристов пораньше отправляется в путь, скорее всего, к озеру горному. Я тоже решил прогуляться, ну, недалеко от лагеря, где-нибудь тут в округе. Посмотреть эти места поближе. Здесь в юртах, скорее всего, живут работники, я так предполагаю, на окраине. А может быть и нет, но туристов я тут не видел. Хотя это не окраина, оказывается, вот еще большой юрточный городок дальше. Решил прогуляться по горным тропам. Утренняя зарядка горная. И надо к воде сходить, у нас вода кончилась. Найти чистой питьевой воды, чай заварить. Я до сих пор перевариваю вчерашнюю поездку на лошадях. И, если честно, я такого страха очень давно не испытывал. Последний раз, наверное, когда на сплаве проходил через пороги по такой вот бурлящей воде. Много лет назад, даже не знаю сколько, лет 10. Ну, еще когда на Бенетту ходили, когда была вероятность, что там мотор у нас когда сломался, что мы там застрянем. Медведи, вот это все вокруг. Но именно страха в моменте такого, когда ты резко перед тобой вот это на лошади я еду, который я вообще не умею управлять, второй раз вообще в жизни сел, первый раз просто так чуть-чуть прокатился и все, на якутской лошади. И мы выходим к таким обрывам, и вот никуда не деться, надо идти. Но Милан говорит, я стойко все это выдержал, так что есть даже повод чем погордиться. В итоге это получился очень хороший, позитивный опыт на всю жизнь, наверное, не знаю. Питается этот поселочек от генератора. Ну и есть, конечно же, солнечные панели. Электричество добывается любыми способами. Как ценный ресурс в такой дикой природе. А здесь, я так понимаю, идет вода откуда-то. Чистая. Есть тут даже магазинчик, где можно купить разные вкусные штучки. Здравствуйте. Напитки разные. Ага. Вас можно поснимать? Ну, передайте привет. Вот девушки работают здесь. Вы тут живете? Прям в юртах, да? И сколько на времени вы приезжаете, чтобы так вот работать? На все лето? Нет, зимой. А? Зимой вот не работаю. Ну, вот летом, получается, да, и Да, вообще только весь летом. сезон. И здесь живете, прям никуда не уезжаете, да? О, здорово. Вам, наверное, это все привычно, не то, что нам, да, туристам, приехавшим, уже не смотрите, наверное, по сторонам, да, работа, все это. А мы вот приехали первый раз, и вообще глаза разбегаются в разные стороны. Ну, хорошей вам работы и отдыха тоже, чтобы тоже был, да. И побольше клиентов. Я думал, это генератор, но это, оказывается, ларечек, фастфуд. Можно прийти покушать. Мы собрали лагерь, запаковались, все уложили. И самое главное, что хочу донести. Сейчас посмотрите, после нас никакого мусора, даже малейшего фантика, ничего не осталось. Призываю так делать. Если вы увидели чужой мусор, еще его тоже забрать. Ну вот так надо оставлять за собой, где вы побыли. Как резко дерзко погода меняется в горах.
Только что солнышко было, сейчас тучи нагрянули. Возможно, будет дождик, я просто не вижу. Буквально как мы только собрались, да, как мы вовремя. Мы еще не уезжаем, мы хотим найти новое местечко позавтракать еще. Возле речки. У нас воды нету питьевой. Новый локейшн. Да. Всегда здорово иметь новые локации в рамках одного дня. А сегодня у нас их, возможно, будет целых 3, получается. С одной мы уехали, сейчас еще одна. И где-то же мы будем сегодня ночевать. С малых лет детки уже приучаются, да? 13? Кичинекейсиң ғой? Жақсы жеп отырсың ба? Жейм. 13 жас. Кичинекейсің. Молодец, давай. Красавчик. Ты представляешь, годик на лошади. Ну, А уже вот еще мальчик. ручка. Ему сколько Да. лет? 6-да. Қанша жас? 6. 6 ай, молодец, красавчик. Салам алейкум. Ассалаумағалейкум. Орыстың баласы қазір өзі. Сарлы. Өзі сарларды айтады. Байка аккаунтыңа бар ма Инстаграм? О, алдына жазып қойып. Пока-пока. Все, поехали. Ой, красавчики вообще. Годик, блин, на лошади вообще. Я не знаю, мой в горах сейчас что делает, я его с братом тоже отправил в горы, где примерно такие же юрты. Но там это не туристическое место, а там летний выпас домашнего скота. Вот они туда ездят. И я с ним отправил, короче. Моему 11 лет, спортсмен, хоккеист. Ну, не знаю, никогда лошадь не видел, не трогал. Ну, раз катался он. Чем легче жизнь детей, тем они нежные вырастут. Чем суровее жизнь детей, тем они закаленные, подготовленные к любой жизненной ситуации вырастут. Здесь будет сегодня наш завтрак и обед. Так, сейчас мы вытащили растяжки и натянули маркизу. Потому что ветер оттуда с ущелья идет. Мы пока поставили маркизу, все нормально было. Как только стенку закрыли, парусность увеличилась, у нас маркиза вот так. Чай с ледяной горной речки. У нас на обед сегодня будет дым-дома, только с утиной грудочкой. Мы грудочки чуть-чуть замариновали и жирком вниз. И все, туда крошим овощи крупненькими. Перец остренький, баклажан. Картошка так пополам. Все, это наш завтрак-обед. У нас тут чай с чабрецом, и у нас тут мята есть. Выпустить надо ее на волю. Только она же мята же. С куском травы ее тогда давай. Мы любим живую природу, Вот так. поэтому она будет жить теперь здесь. Чуть чайку. И у нас свой собственный чабрец есть, который Игорь бережно собирал своей рукой. И как бережно 2 пакета уложил. Мы заварили в термос вот такой пуэрчик. Это шур-пуэр, молодой чай. Это из Китая мне друг привез. В чем прелесть этого чая? Вместо энергетиков, вместо
кофе, вот она бодрит, дает энергию на целый день. Глубоко согревает, улучшает пищеварение, выводит лишнее, дает быструю энергию. Вот. Все хорошо будет. Новые правила в Кыргызстане, законодательство: на машинах не разъезжать по зеленой траве, по зеленым лугам. Иначе какой-то штраф есть, оказывается. Мы не знали. Сейчас объяснили, сейчас подготовим и выведем машину. В чем прелесть такой раскладки, что собираться, разбираться очень быстро. Что, друзья, как вам такая дорога? Стоит ли ради таких красот вот так ехать? Напишите в комментариях. Вчера мы вроде вечером приехали, сильного потока не было, сейчас самое туристическое. Yo, crazy man! Молодец! Человеческий организм может преодолеть все, да? А вот человек на технике, вот это уже экстрим. Это уже уровень опасности повышается. И тут надо думать, решения принимать, которые впоследствии может помочь кто-то и тебе, или и технике. Вот отличное местечко. У реки. Лесочек есть. Полянка, да? Смотри, вообще прикольно тут. Ну, Тащим стол, то, что надо. тащим стулья. Интересно, что у нас тут была вчера техническая остановка в этом месте. И мне оно очень понравилось. Знаете, бывает, что вот, ну, просто по ощущениям, вот этот лес, кусок, вот, ну, вот эти деревья. И захотелось здесь подольше побыть. Но понимал, что это невозможно, нам надо ехать, у нас время, там солнце уходит. И я не знал, что вот видите, если бы нас сейчас не выгнали оттуда, не попросили бы уехать, потому что нельзя на траве стоять, мы бы здесь не останавливались бы. А сейчас получается вот волей судьбы мы в таком шикарном месте будем обедать. Класс. Шамирлану помогу? Будем По-кыргызски? сидеть по-кыргызски. О, отлично. Это я люблю. Берем еду. Высота 2400. Каждое движение трудом дается. Но нормально. Немножко мышцы взбодрить перед обедом.
Куда-то точно двигается, не знаю, успеем, не успеем. Но должны успеть. После хорошей тренировочки такую правильную вареную еду сам Бог велел. С хлебушком. Приятного аппетита. Отъедаешь тут овощами, натуральными продуктами, разными вкусняхами. Так, у нас обед закончился. 3 час, 20 минут 3-го. Нам еще спускаться. Ну, мы поднимались сюда 5 часов. Я думаю, что мы за 4-то спустимся. Но у нас еще съемки. Я не знаю, загадывать не буду. Хочется добраться по светлу на то место на берегу Сыкуля, чтобы там заночевать. Поэтому какими-то кадрами, какими-то остановочками, наверное, будем жертвовать. Не хотелось бы, конечно, но придется. А туристы только иностранцы. Со вчера ни одного местного населения не видели. Самые близкие, которых видели, это казахи были, остальные все иностранцы. Визитки там оставили. Тут сейчас родник будет. На этом родничке наберем воду в канистры, чтобы на берегу озера не ощущать дискомфорт. Ko'stvan juvalulka deb taqsirsan. Нормально ekan jo'li biz havo jetdik, biz syomka qilib пока tartib, bantib, 5 soatda chiqib ketdik. Formulaydingmi sen? Наверное, тут со всеми местными общается. Местные говорят, за 1,5 часа спускается, а за 1,5 примерно 2 часа поднимается. Я же говорю, они тут эти
Быстрее, да? Какой-нибудь ралли Арашан устроит, там все местные, все места заберут. Но мы сегодня бодрее едем, чем вчера, потому что вчера в машине привыкал подвески, там все такое. Сегодня пободрее едется. Каракол северный. Каракол северный. Каракольские, да? Да. Так что мы теперь вчетвером. Веселой дружной компании. Чикансару? Каракол шея. Нет, это ешкамен был терцептеге мақұл. Тақтарны сен жаңағы қыз бірдеме деген неме. Немножко не туда повернули. Ребята хоть и местные, но они тоже здесь в туристических целях, оказывается. Гуляли там компании, да, вы? Подвесим. Hi, how are you? Hi, how are you? Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Я have a nice day сказал нормально. Главное, она поняла, улыбнулась. Ты сказал 7 хороших дней. Нормально. Неделю отдыхайте хорошо. Чисто по-кыргызски. Кыргызы любят число 7. Мирлан уже на опыте. Обратно мы быстро выскочили. Если бы мы не обедали, бы сейчас мы на берегу озера лежали бы. Ну, пообедать в таких местах тоже того стоит. Все, шоссе, можно сказать, да, Мирлан? Не, у нас сейчас перед этим еще один спецучасток будет. Еще будет. Перед контрольным пропускным пунктом. У Мирлана первый раз такой длинный спецучасток, да? Такой протяженности. Не, у нас, короче, это получается 14 километров, весь такой каменистый, обрывистый, вот такой. А так мы в прошлом году целый день двигались вдоль границы Китая. Ну, там переменчивым успехом, вот, примерно так и так, но потом там появляются более-менее нормальные дороги. А тут вот получается 14 километров. Сплошняком. Вообще держит напряжение. Вот отсюда дорога начинается, и сразу, как только начинается, сразу вот тут Сколько часов-то в итоге у нас спуск занял? Часа 2? Если вычесть обед. Вау. Все, Мирлан уже разошелся тут на обычной дороге грунтовой. 2,5 часа заняло спуск. В 2 раза, получается, Я быстрее. сейчас могу на спарку с любым увозистом, кто быстрее залезет, скинуть органайзер, автобокс всех людей, залить только четверть бака, сиденье снять, все. Без оператора. Ты маленький, худенький, тебя нужно взять. А то потом никто не поверит, что я такое сделал. Макс, ты меня так рассмешил сегодня. Что такого случилось сегодня? Полный экспириенс, да? В горах холодно. Что еще такое расскажешь? Молодец тоже, молодец, что сходил. Красавчик, я горжусь тобой. Я хотел, чтобы ты в такой ситуации неделю пожил со мной, чтобы ты мужчиной стал. Что, приехали? Сколько времени заняла у нас дорога? Дорога у нас заняла намного меньше, чем туда. Думали, часов 8 приедем. Хорошо. Сейчас У 7:30. нас место свободное наше.
Уже рука набита. Причина того, что мы здесь сегодня, банально проста. Сегодня воскресенье, и все, которые из города, с Бишкека приехали на Иссык-Куль отдыхать на выходные, они все ломанутся. И в Омском Ушеле страшная пробка. Поэтому мы здесь, в своем любимом месте, в лагуне, остановимся сегодня, покупаемся, отдохнем от гор, выдохнем. И завтра свеженькие, бодренькие, с утра поедем в город дальше работать, дела делать. Снимали много, работы мне предстоит очень много. Неделю точно придется сидеть сейчас в домашних условиях, в рабочих. Хорошего понемножку. Все, выходи. Хоц! Слишком не переигрывай. Ой, Мирлан, спасибо тебе за это шикарное озеро. Как же здесь прекрасно. Просто я никогда не купался с таким фоном. В Крыму, в море, там тоже своя атмосфера. Ну вот. Вода чистейшая, лазурная вода. Такая в меру прохладненькая. Соленая чуть-чуть, что меня удивило. Спортсмен. Вот это красивый кадр, давай, вперед. Ребят, мы сегодня на своем любимом месте, на своей локации, на берегу. Тент не стали раскладывать. Быстренько ужин сделаем и спать ляжем. С гор поздно спустились, чуть-чуть подуставшие, но ничего страшного. Искупнулись, самое главное, по солнцу успели. А ужин у нас максимально простой. Рецепт. Шакшука называется блюдо. В турецкой кухне, в азербайджанской кухне, везде есть она. Это значит, жарится какая-то колбаса, лук, чеснок, помидорки, баклажан. И обязательно все это заливается большим количеством яиц. И будет такое питательное блюдо. Вместо масла мы используем сегодня сарымай, топленое масло. Колбаса местная, халяльная, от большой нашей фирмы Тойбос. Игорь, Давай. давно колбасу не ел? Давно я редко ее ем. Мы тоже вообще не едим колбасу. Но сейчас Лучше сварить мяско. решили не выкобениваться. Шакшука любит медленный огонь, поэтому сильно не увлекаемся огнем. Добавляем сарымай. Это то, что мы дома кушаем, да? Да. Тоже, только домашнюю. Ну это тоже домашнее. Тоже домашнюю, да? Очень вкусная штука. Я сам от него стал тащиться. Первым делом надо ароматизировать масло. Очень хорошо справляется чеснок. Кстати, друзья мои, вы можете на вооружение взять все наши рецепты. А мои рецепты максимально заточены под поход. Они простые, легкие в приготовлении. Лук режем немножко помельче, чтобы быстрее приготовилось. И ароматы дает лучка поджарить. Тем более мы сегодня в горах свою тренировочку сделали, не пропустили. Солим. И баклажанчику. Половинки, наверное, хватит нам. Иначе яйца не поместятся. Тоненько. Лучок у нас готов. Отправляем баклажанчики. И сразу же туда помидорчика. Последний ингредиент, друзья мои, добавляем яйца.
Надо, чтобы чутко белки сомкнулись. А желток остался. Мы доехали до Алтын-Арашана. Ребята, дорога, честно скажу, сложноватая, но не сложная. Радует то, что внизу ничего не прихватило. Сверху. Так, все готово у нас, друзья мои. Та-да-да-да-да. Разделяем напополам. Хоба. Хлеб у нас обычно не нарезают, а отламливают. Если это лепешка. Приятного аппетита. И спокойной ночи. Что за дни, что за еда каждый день. Сегодня ужин у нас поскромнее, чем вчера. Надеюсь, вам понравилось наше приключение этих дней. Нам понравилось. Столько событий за 2 дня. Просто с ума сойти. Да? Причем я-то этого всего не ожидаю. Мирлан говорит, едем на Иссык-Куль. Все, что я знал об этой поездке. А тут каждый день столько эмоций, столько впечатлений. Вот, желаю вам тоже по возможности проводить также ваши свободные дни. Всем счастливо. Вчера вроде бы со съемкой уже закончили, но на обратном пути мы проезжали мимо каньона Сказка, который буквально в нескольких километрах от основной трассы. Поэтому решили сюда заехать, чтобы я немножко погулял. Мирлан тут был несколько раз, а я видел это только по видео. Прикольное место, так что немножечко еще концовочки для вас красивой. Мирлан сейчас 5 километров пробежал по дороге. Пока так посидит, понаслаждается видами.